Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 74 рубля 60 копеек. Евро остановился на отметке 83 рубля 68 копеек. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Россельхозбанк за 74,40. Продает по лучшей цене Солидбанк за 74 рубля 96 копеек. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Россельхозбанка за 83 рубля 55 копеек. Продает по лучшей цене Солидбанк за 84 рубля ровно. Названы самые популярные криптовалюты в России. Эксперты компании Brand Analytics оценили интерес российских интернет-пользователей к криптовалютам. Рейтинг возглавил биткоин. В тройку лидеров также вошли Tether и Litecoin, говорится в исследовании. Так, эксперты проанализировали более 2,5 миллиардов публичных сообщений, в которых содержится свыше 46 миллиардов слов, опубликованных в соцмедиа с 1 по 31 октября этого года. Пик интереса к теме у россиян еще не пройден. В мире существует тысячи различных криптовалют, тогда как в русскоязычном пространстве упоминают лишь 600 из них. Однако у России большой потенциал. Недавно страна вошла в топ-3 стран по майнингу биткоинов, благодаря чему проникновение криптовалют будет усиливаться, а интерес к теме продолжит расти, уверены авторы исследования. Рынок ценных бумаг может подорожать вслед за нефтью. Те, кто занимается инвестициями, могут остаться в выгоде. Так, по словам старшего брокера БКС «Мир инвестиций» Виктора Щеглова, вслед за нефтью могут подорожать бумаги Роснефти и Лукойла. Сейчас аналитики допускают повышение цен на нефть до 100 долларов за баррель, что приводит к улучшению прогнозов прибыли и стоимости акций. Цитата: «Мы полагаем, что эта тенденция сохранится в ближайшие кварталы, что позволяет с оптимизмом смотреть на весь российский нефтегазовый сектор», отметил он. Также имеет смысл проанализировать банковский сектор. Когда улучшается ситуация в нефтегазовом секторе, улучшаются и показатели банковского, пояснил эксперт. Щеглов посоветовал выбирать акции с высоким содержанием веса в индексе, поскольку высокая стоимость сырья спровоцирует приток капитала в российские бумаги. Беспилотники с искусственным интеллектом будут следить за месторождениями в Сибири. Новые беспилотники зала «Аэро» будут мониторить трубопроводы Самотлорского месторождения и северной группы месторождений компании «Самотлор-Нефтегаз». Работы стартуют в январе следующего года и продлятся до конца 2024 года. Предполагается, что мониторинг позволит провести оперативную оценку состояния трубопроводов, неправомерных действий третьих лиц и выполнить другие задачи. Продажи подержанных авто в салонах могут вырасти на четверть в 2021 году, заявили эксперты. Причины роста связаны с тем, что, согласно исследованию, дефицит новых автомобилей подстегнул спрос на вторичном рынке. С ростом цены и повышенным интересом покупателей машины возрастом до 3-4 лет стали особенно часто рассматриваться как реальная альтернатива новым. На этом фоне ведущие холдинги нашей страны, для которых такие машины также представляют наибольший интерес, хорошо нарастили бизнес. В первом полугодии в объемах на вторичном рынке дилеры прибавили в среднем на 20%, а их оборот в этом направлении увеличился на 70%. В то же время отмечается, что вторичный рынок авто может ждать кризис. Рост цен и повышенный спрос на автомобили с пробегом сохраняется на рынке до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с дефицитом новых машин. Продолжается строительство важных для республики медицинских учреждений, онкодиспансера и кардиологического центра. Делегация правительства проинструктировала ход текущих работ. На какой стадии сейчас находится строительство, расскажет Валерия Наумова. Как в республике реализуется один из главных объектов здравоохранения, проверил лично первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков. Сейчас у нас идут вот эти профиля, потом к ним будут панели. Да, потом у нас финишная история по полу. Тоже будет стыки, сварка, железо и потолок.
Объезд начался с онкологического диспансера. По итогу это должен быть онкологический центр с поликлиникой и стационаром на 180 мест. Стройка идет опережающими темпами, несмотря на то, что сдача планируется в 2023 году. Всего к открытию онкодиспансера потребуется 1025 работников медицинского и вспомогательного персонала. Врачей готовят на базе кафедры онкологии Медицинского института СВФУ и федеральных медицинских центров. 25 тысяч квадратных метров, более 25 тысяч квадратных метров, он крупнее. Там тоже большое количество будет очень высокотехнологичного оборудования. Там сейчас уже финишные работы ведутся, уже отделка началась, там есть тепло, там установлены радиаторы. Сейчас там завершаются работы по слаботочке. Ну и, собственно, следующий год уже пойдет целиком на отделку, комплектацию оборудования и установку. Следующим объектом стал республиканский кардиологический диспансер. Готовность стройки составляет 90%. В целом есть небольшие отставания от графика, но связаны они с поставками сложных операционных частей из-за границы. По проекту центр будет состоять из 2 8-этажных секций. Сдача в эксплуатацию запланирована на декабрь текущего года. Это, конечно, уникальный медицинский центр. Это самый технологичный на сегодня кардиоцентр, кардиососудистый, если будет правильно сказать, центр на Дальнем Востоке. Площадь его более 15 тысяч квадратных метров. Один этаж из себя представляет более 1500 квадратных метров. То есть это большой по площади, но самое главное здесь не площади, не размеры, а технология. То есть здесь будут предоставляться медицинские услуги и осуществляться операции, которые не имеют аналогов у нас в республике и на самом деле на Дальнем Востоке. Сдача этих 2 объектов не только откроет большое количество рабочих мест, но и позволит жителям республики получить высококвалифицированную помощь, не выезжая за пределы республики. Валерия Наумова, Семен Семенов, Якутск. Районные больницы Якутии получили ключи от новых машин скорой медицинской помощи. 18 автомобилей, оснащенных всем необходимым оборудованием, в течение декабря доставят в 16 районных больниц городов и поселков республики. Евгений Тайтонов с подробностями. Аппарат искусственной вентиляции легких, электрокардиограф, дефибриллятор с монитором. Все необходимое на месте. Специализированный автомобиль стоимостью около 1 000 000 рублей доставят по 16 районам республики. Автомобиль класса «Б», полностью оборудованный для оказания экстренной скорой медицинской помощи. Она будет предназначена для отделения скорой медицинской помощи, будет у нас работать в городе Алекминске и обслуживать близлежащие села, которые входят в радиус обслуживания скорой медицинской помощи. Ходовые качества машины тоже на уровне. Вездеход для районных станций – необходимость. Ведь бригадам скорой помощи нередко приходится ездить и в отдаленные населенные пункты. Рекомендовавшие себя в отличном состоянии. Вездеход, проходимость большая. Вот так. Для сельской местности Гамой самая хорошая машина. В рамках модернизации первичного звена здравоохранения в этом году районные больницы получили 72 новых автомобиля. А в течение 5 лет их количество достигнет 250. Цифра весомая, но и нагрузка на медиков высокая. Мы уже надеемся на то, что улучшение материальной базы в виде нового автотранспорта уже повысит и качество жизни, и качество оказываемой медицинской помощи, ну и сохранение здоровья и жизни человека. Поставка машин скорой помощи ведется по программе модернизации первичного звена здравоохранения за счет федерального бюджета. До 2023 года на реализацию региональной программы Якутия из федерального бюджета получит беспрецедентный объем средств в размере 6,5 миллиардов рублей. Евгений Тайтонов, Григорий Николаев, Якутск. Скульптуру кормящей матери с ребенком накануне открыли у перинатального центра в Якутске. Мемориал призван привлечь внимание к естественному вскармливанию, пропагандировать здоровый образ жизни. Мадина Халикова побывала на торжественном мероприятии. Впитывает с молоком матери. Наверняка эту фразу хоть раз употребил каждый человек. Польза естественного вскармливания давно доказана учеными. Да и природу не обманешь, она знает как лучше. 2021 объявлен годом здоровья в республике. И вопросу грудного вскармливания уделяют много внимания. Мы объявили 25 числа неделю день грудного вскармливания, где наши врачи будут пропагандировать нашим матерям, чтобы они кормили именно грудным вскармливанием. Мы сами знаем, когда грудное вскармливание ребенок сразу со дня рождения питается, ребенок будет здоровым
и иммунитет у нее очень высокий бывает. Республиканская клиническая с 2012 года носит звание Всемирной организации здравоохранения «Больница, доброжелательная к ребенку». Даже в это сложное время пандемии показатели по естественному кормлению достигают 94%. В преддверии Дня матери в России у перинатального центра Якутска открыли скульптуру кормящей матери с ребенком. Значимо, что памятник как раз приурочен году здоровья, объявленный в республике нашим главой Асеном Сергеевичем Николаевым, и в год науки и технологий в Российской Федерации. И мы выражаем свою благодарность, свою глубокую благодарность организаторам и участникам настоящего мероприятия за их идеи, прорывные, можно сказать, идеи реализации государственной политики по сохранению здоровья населения нашего региона. О том, как будет выглядеть монумент, не знал никто, кроме его авторов. Поэтому, когда сняли полотнище, присутствующим открылась изящная бронзовая скульптура женщины с 2 детьми, олицетворение всех матерей. Прообразом стала известный детский доктор, заслуженный врач Якутской АСР, отличник здравоохранения Советского Союза Александра Кычкина. Скульптура связана с Александрой Дмитриевной Кычкиной, которая была родоначальником этой системы, заслуженный врач, который очень много сделала для развития здравоохранения, чтобы детство, материнство было счастливым. Поэтому я считаю, что этот памятник, эта скульптура будет притягивать многих жителей нашей республики и нашей страны. Медицинское сообщество уверено, скульптура станет национальным достоянием Якутии. Украшает монумент фраза самой Александры Кычкиной «Материнское молоко – основа здоровой жизни». Ее написали на 3 языках – якутском, русском и английском. Мадина Халикова, Павел Пахомов, Якутск. У жителей города Ленска есть возможность направить свое предложение о благоустройстве своего двора. На платформе One Click Якутия началось голосование по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке». Оно продлится до 5 декабря. Чем больше предложений, тем выше шанс выиграть. На реализацию федеральный бюджет выделил Якутии 846 миллионов рублей. Пока якутяне отправили 86 предложений, 7 ленские. Заявки принимают и в городской администрации. 1000 дворов дает возможность привлечения как федеральных средств, так и республиканских. Поэтому мы упускать этот шанс не имеем права. И поэтому начали очень активно работать в этом направлении. Работаем мы как с населением города Ленска, так и с управлением архитектуры и градостроительства Республики Саха-Якутия. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по республике в конце октября этого года составил 7607 рублей 70 копеек в расчете на месяц. По сравнению с месяцем ранее стоимость повысилась на 1%, а с начала текущего года увеличилась на 8%. В октябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось сезонное повышение цен на свежие огурцы. Также выросли в цене молоко питьевое цельное пастеризованное, мука пшеничная, яйца куриные, капуста белокочанная свежая. Названы 5 продуктов для улучшения памяти. Их перечислила врач-диетолог. Одним из самых полезных она назвала авокадо, содержащий много жиров, большое количество калия, клетчатки и антиоксидантов. На когнитивные функции и концентрацию благотворно сказывается розмарин, посоветовала специалист. В нем есть ацетилхолин, необходимый для поддержки мыслительных процессов. Укрепить память и нейтрализовать токсины в организме поможет регулярное употребление оливкового масла. Антиоксидант, генерирующий нейральные и стволовые клетки, есть в зеленом чае. Он оказывает положительное влияние на память. И шоколад, содержащий много какао, имеет органические вещества, снабжающие мозг кислородом. Особенно полезен горький шоколад, который также помогает справляться с сонливостью и повышает общий тонус.
Суд назначил около 400 якутянам штрафы за несвоевременную сдачу анализа на коронавирус после возвращения в республику из других регионов и стран. С начала года в Якутию из-за рубежа прибыли 14 319 граждан. Из них 560 человек не сдали ПЦР-тест. Анализы еще 782 граждан находятся на уточнении. Судами рассмотрено 530 дел, назначены штрафы на общую сумму почти 4 миллиона рублей. Напомню, якутяне, возвращающиеся с отдыха за рубежом, должны сдать ПЦР-тест в течение 3 дней с момента прибытия на территорию России, после чего необходимо внести результат на портале госуслуги. Кроме того, граждане должны самоизолироваться по месту жительства до получения результатов теста. Трагедией закончилась попытка нескольких десятков мигрантов перебраться через Ла-Манш и попасть в Великобританию. Лодка, на которой они плыли, перевернулась. Погибли больше 30 человек. 31 мигрант погиб в водах Ла-Манша после того, как лодка, на которой они пытались добраться до Великобритании, перевернулась. Подобной трагедии, связанной с беженцами, в водах пролива еще не было. По данным французских властей, удалось спасти 2 человек. Кроме того, полиция арестовала 4 контрабандистов, которых подозревают в организации пересечения границы. Премьер-министр Британии Борис Джонсон выразил свои соболезнования родным и близким погибших и призвал власти остановить преступников, отправляющих мигрантов в опасное плавание к островам. Я хочу сказать, что эта катастрофа подчеркивает, насколько опасно пересекать Ла-Манш подобным образом, и показывает, насколько жизненно важно, чтобы мы сейчас активизировали наши усилия по разрушению бизнеса бандитов, которые отправляют людей в море. Мы должны уничтожить торговцев людьми и гангстеров. Мы должны работать с нашими французскими друзьями, с европейскими партнерами. Сейчас самое время сделать шаг вперед и, приложив усилия, разгромить банды, которым буквально сходят с рук убийства. Хотя французская полиция активно ловит мигрантов, пытающихся переплыть Ла-Манш, многим из беженцев все-таки удается отправиться в опасное морское путешествие. Поток желающих настолько силен, что некоторые спортивные магазины республики перестали продавать каяки и байдарки, даже их используют для пересечения пролива. 8 человек погибли в результате взрыва в Могадишо, рассказывает Никита Конев. Группировка Аш-Шабаб взяла на себя ответственность за мощный взрыв, прогремевший в четверг в столице Сомали Могадишо. По словам очевидцев и официальных лиц, террорист-смертник на заминированном внедорожнике атаковал конвой Организации Объединенных Наций. Представитель полиции сообщил, что в результате нападения погибли 8 человек и еще больше получили ранения. Аш-Шабаб регулярно закладывает бомбы и организовывает вооруженные нападения в Сомали, но этот взрыв был настолько сильным, что обрушились стены близлежащей начальной и средней школы. Как минимум 7 учеников пострадали. Свидетели сказали, что вокруг места происшествия раздавались выстрелы. Был ли среди убитых и раненых кто-либо из сотрудников ООН, пока остается неизвестным. Рукопись Эйнштейна о теории относительности ушла с молотка в Париже почти за 12 миллионов евро. Подробности далее. Документ, написанный в соавторстве с легендарным физиком Альбертом Эйнштейном, в котором рассказывается о зарождении общей теории относительности, одном из самых знаменитых открытий ученого, во вторник был продан на аукционе в Париже за почти 12 миллионов евро. Покупатель заметок, над которыми Эйнштейн и швейцарский физик Мишель Бессо работали в период с июня 1913 по начало 1914 года, пожелал остаться анонимным. Итоговая цена в несколько раз превысила ожидания экспертов аукционного дома «Кристис», которые надеялись выручить около 2-3 миллионов евро. 54-страничная рукопись, называемая манускриптом Эйнштейна-Бессо, является одним из 2 сохранившихся рабочих документов, в которых описано рождение теории Эйнштейна. Другие заметки хранятся в архивах Иерусалимского университета. Разработанная Эйнштейном между 1907 и 1915 годами общая теория относительности утверждает, что гравитационные эффекты обусловлены деформацией пространства и времени, которая может быть вызвана в частности присутствием большого количества массы и энергии.
В Музее архитектуры и дизайна в столице Швеции стартовал конкурс пряничных домиков. Свои работы на тему «Вместе» представили более 130 участников. Победители будут объявлены 19 декабря. Артем Сторонов подробнее. Свыше 130 ароматных работ представили в Стокгольме участники ежегодного рождественского конкурса пряничных домиков. Темой нынешнего состязания, которое проходит в 31-й раз, стало слово «вместе». По словам организаторов, участники турнира попытались интерпретировать задание, каждый по-своему в меру своей фантазии. С одной стороны, это экспонаты, посвященные семье, с другой – объединению людей в принципе. Среди представленных работ – отец и сын, занимающиеся вместе выпечкой, пару влюбленных на свидание в кинотеатре, Ноев ковчег, собирающий животных, кафе из телесериала «Друзья» и даже падение Берлинской стены. Вот это очень интересная работа. Это Берлинская стена, которая пала в 1989 году. И она соответствует заявленной теме, потому что мы видим здесь людей, встретившихся снова после того, как они были долго разделены. Это интересная интерпретация задания и очень близко к тому, что мы видим сегодня в условиях пандемии. Победители конкурса в 5 категориях – архитекторы, дизайнеры, пекари, дети до 12 лет и все остальные, кто любит печь – будут определены 19 декабря, а сами пряничные домики можно будет посмотреть до 9 января. Вернемся к новостям нашего региона. Рисунки, которые будут растиражованы по всему миру, новый этап проекта «Открытка добра» стартовал в конце октября этого года. Часть средств от реализации открыток будут переданы Якутскому благотворительному фонду «Харыскал» в помощь детям с инвалидностью. Ну а более подробно расскажет моя коллега Надежда Саханская. Она находится с нами на прямой связи. Надежда, приветствую, ждем от тебя информации. Приветствую, Кристина. Ну, на самом деле стоит отметить, что эта благотворительная акция проводится уже не первый год в Якутске. Суть заключается в следующем. Дети выполняют различные рисунки, которые потом поступают в продажу. И средства, вырученные от продажи, идут далее на различные благотворительные мероприятия. Кстати, в этот раз поступило более 500 работ со всех уголков нашей необъятной республики. И каждый этап этого проекта обозначен отдельной тематикой. Вот, например, третья тема – это первозданная красота якутской природы и ее обитатели. Ну а более подробно о этом славном проекте нам расскажет Айталина Наговицына, автор и организатор акции «Открытка добра». Айталина, добрый день. Здравствуйте. Давайте тогда начнем с основного. Какова все-таки главная цель этого проекта? Главная цель этого проекта в том, чтобы именно дети помогали детям. Мы вот им хотим детскими рисунками обратить внимание, ну, что на эту, как сказать, ну, не проблему, а о том, что дети могут помогать сами. Потому что дети видят этот мир иначе, чем взрослые. Но нам известно, что вы одержали победу в номинации «Неравнодушный гражданин». Можно несколько слов об этом? Да, мы в этом году стали победителями номинации «Семья и дети», «Неравнодушный гражданин», чему очень сами удивились и очень обрадовались, потому что наш проект заметили, сказали, что он именно вот... Тут получается, что всегда же вот что-то, когда делаешь, нужен ли он, наш проект. И мы поняли, что он нужен, необходим, и мы его дальше развиваем и будем работать ежегодно, на постоянной основе. Сайт у нас работает, кстати, можно заходить на сайт и заказывать открытки. Айталина, для того, чтобы нашим зрителям были понятны горизонты этой акции, поделитесь с нами, пожалуйста, результатами прошлого года. В прошлом году по результатам первого этапа мы помогли формированию более 2000 подарков для детей фонда. Потом, получается, по результатам третьего помогли, чтобы дети поехали. Там уже у них при фонде есть семьи, которые они помогают, и дети поехали в Великий Устюг. Ну и нам известно, что вы планируете сделать эту акцию более масштабной и вывести ее на всероссийский уровень. Какие у вас планы на ближайшее будущее? На ближайшее будущее мы
вообще это не только Россия, это весь мир. Можно заходить на сайт, заказывать. Именно вот то, что вот тепло якутских детей наших, которые рисуют, они же все очень так трепетно относятся, когда отправляют рисунки. Мы этому очень всегда радуемся. И вот наша теплота должна, получается, весь мир покорить. На сайте сайт работает, он с любой точки мира можно заказать. Ну, действительно, некоторые открытки уже покоряют сердца некоторых коллекционеров. Да. Нам известно, что многие стали из них, если не редкими, то легендарными. Да, они у нас коллекционные. Первый, получается, этап, когда мы делали гашение марки специально с САОМ, марка с Почтой России. И поэтому они у нас стали коллекционными. Прямо, гоняются. Прям коллекционеры специально находят меня и выкупают прямо, и каждый раз получается, вот сейчас, например, у меня некоторые коллекционеры тоже прямо предзаказы делают обязательно. Есть такое. Благодарю вас, Виталина. Пожелаем удачи вашему проекту и надеемся, что с каждым годом участие в нем будет принимать все больше и больше неравнодушных граждан. Да, спасибо. Ну, а на этом у меня пока вся информация. Более подробно об открытках добра мы расскажем уже в вечерних выпусках. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо. С благотворительной акцией «Открытка добра» нас ознакомила моя коллега Надежда Саханская. Мы продолжаем. Компания Майтона объявила о новом амбициозном проекте Майтона-Верс, в рамках которого разрабатывается новое Метверс-приложение, ориентированное на массовую аудиторию. Приложение позволит ощутить наиболее приближенное к реальному общению. В нем уже можно проводить виртуальные собрания, путешествовать по разным социальным мирам, а также устраивать вечеринки с друзьями. По словам самих разработчиков, данное приложение является первым этапом к переходу в метавселенную в полном понимании этого слова. Но уже сегодня Майтона-Верс может составить альтернативу сегодняшним видео и аудиозвонкам. Ранний доступ к приложению будет возможен в середине декабря на всех мобильных платформах. «Горжусь своей профессией». Так называется новая книга, которую сегодня презентовали в здании Минсельхоза. Она рассказывает о работе 11 женщин, которые посвятили жизнь развитию агропромышленного комплекса региона. Героини издания своим трудом и энергией действительно являются примером подражания. Они работники научной сферы, ветеринары, зоотехники, агрономы, оленеводы. Отмечу, что это уже третье издание, посвященное женщинам-труженикам. Новая книга вышла в 400 экземплярах на русском языке. Все эти наши героини достойные. Они лауреаты государственных премий, заслуженные работники Российской Федерации сельского хозяйства и Республики Саха-Якутия. И они больше 30-40 лет проработавшие свои отрасли. Допустим, чумоработница, сейчас глава кочевой родовой общины, Александра Никентьевна Черкашина. Вот типа такие женщин-героини мы отобрали и постарались посвятить для них эту нашу книгу. Житель Тулы рисует объемные картины необычным способом. Для создания своих работ на холсте мужчина использует нитки и гвозди вместо кистей и красок. Продолжит Саргалана Неустроева. Рисованием Константин увлекался с детства. Изначально он создавал портреты любимых рок-музыкантов простыми карандашами, а потом перешел на пастель и профессиональные цветные и акварельные карандаши, после чего Константин взялся за нити. Один уже сел, начал делать кактус. У меня почему-то кактус не очень получился. У меня получился Честер, вот он стоит здесь. И получился достаточно хорошо. То есть это была готовая картина из гвоздей и ниток. Я тогда даже не знал, как это называется. Я потом только узнал, что это называется стрингард. И я не знал, что делают так портреты. Я потом только увидел, что портреты тоже можно делать. Постепенно художник развивался и оттачивал свои навыки, пока от простой черной нити на белом фоне не дошел до настоящих разноцветных полотен. В среднем на работу у мастера уходит около 500-700 метров нити. Рекорд Константина – 3 километра нитки и около 6 килограммов гвоздей.
никак не рассчитываю, никакими программами не пользуюсь. Я отрисовываю эскиз, и даже по эскизу я заранее не могу сказать, куда я забью гвозди. То есть все идет в процессе, я примерно представляю, как вокруг гвоздя может пойти нитка, и в тех местах, где мне кажется должен быть гвоздь, я забиваю гвоздь. Бывало такое, что я забивал их неправильно и потом подстраивался. На создание каждой картины уходит от 8 часов до нескольких месяцев. Сейчас в коллекции художника есть портреты таких знаменитостей, как Честер Беннингтон, Адель, Аврил Лавин, участники группы «Рамштайн», Фредди Меркьюри, а также Хит Леджер в образе Джокера. Ранее художник работал исключительно на заказ, но, обзаведясь поклонниками, задумался о собственной выставке. В Нижнем Бестяхе традиционно в 3-й раз состоялся конкурс ледовых скульптур на железнодорожном вокзале. Подробности далее. Зимняя магия и хрупкая красота. В Нижнем Бестяхе состоялся традиционный конкурс ледовых скульптур под названием «Новогодняя фантазия». Организаторами выступили железные дороги Якутии и администрация Мегино-Кангаласского улуса. Тематика везде затронута очень хорошо, то есть затронута такая тематика, как наша прекрасная природа, значит, укладка золотого звена, приход железной дороги в Якутию, значит, олицетворение дороги будущей на Магадан, вот, ну и транспортное строительство в целом, и, конечно же, человеческие отношения. Тройной юбилей 45-летия прихода железной дороги в республику, десятилетие укладки золотого звена на станции Нижний Бестях и 75-летие юбилея со дня рождения заместителя генерального директора железных дорог Якутии Дмитрия Трофимова. Именно этим 3 важным датам приурочили конкурс ледяных скульптур. К слову, Дмитрий Трофимов вручил специальный приз в сумме 50 тысяч рублей. Вы идете на этот конкурс ради самого работающего вида транспорта на планете Земля. Специальный приз вручается команде Чолтон из села Майя Мегино-Кангаласского улуса. Скрябин Артем Николаевич, Аргунова Светлана Михайловна. С ледяной композицией шагает в развитии на север. Поезд «Золотое звено», вокзал для двоих. Тематика скульптур железной дороги. Работа оценивала жюри, в состав которого вошли народный художник республики Федор Марков, директор Якутской детской школы искусств Николай Птицын, директор дома Ланхо Мегино-Кангаласского улуса Евдокия Иванова, а также другие работники. Главный приз в сумме 150 тысяч рублей завоевали братья Анатолий и Василий Аргуновы из Намского улуса. Они представили скульптуру в виде земного шара с железнодорожными путями. Все участники конкурса получили призы разных достоинств. Ледовые скульптуры будут до поздней весны украшать привокзальную площадь, а пока они радуют пассажиров и местных жителей своей хрустальной красотой. Яна Захарова, Анатолий Гоголев, Нижний Бестях. Ну а главными персонажами новогоднего городка в Мирном станут голубой тигр и балерина. Первый – символ 2022 по восточному календарю, вторая – дань году народного искусства и культурного наследия России. Ледовые скульптуры, троны и лабиринт мастера начнут возводить на площади в декабре, а подсветить игрушки на 16-метровой елке рабочие планируют 1 декабря в 18:30. Дерево установили в центре города, украсили кристаллами, снежинками и гербом Мирного. Рядом уже стоят Дед Мороз и Снегурочка. На площадь завезли горку для взрослых и детей от компании «Алроса». Конструкцию с неоновой подсветкой установили недалеко от елки. Еще одна горка в виде экскаватора готова радовать детей Мирного в парке. А в Якутске начался региональный конкурс ледовых скульптур «Сказочная Арктика», приуроченная к 25-летию ледового движения в республике. Напомним, именно 25 лет назад хозяин усадьбы Василий Атласов организовал первый международный конкурс ледовых скульптур в селе Сото Мегино-Кангаласского района. С нами на прямой связи наш корреспондент Ульяна Шагина. Она подробнее расскажет о конкурсе. Ульяна, здравствуй. Кристина, добрый день. Ну что ж, конкурс сейчас в самом разгаре. Нужно вспомнить, конечно же, историю конкурса, который сегодня проходит. Первый международный конкурс прошел у нас 25 лет назад. Это в далеком 1996 году, когда хозяин этнокомплекса Василий Атласов организовал здесь у нас в республике первый международный конкурс, участие
участием иностранных скульпторов из Америки, Японии. Ну и по праву можно сказать, что именно этот конкурс стал такой дорогой, да, открытием для того, чтобы именно здесь у нас в Якутии с тех пор начали проводить различные конкурсы ледовых скульптур. Василий сейчас рядом со мной. Василий Николаевич, добрый день. Ага. Ну вот вспомните, пожалуйста, тот конкурс, когда он прошел, ну и как он прошел. Ну, в 1995 году Виктор Наговицын, когда был министром спорта и туризма, нас отправил в Америку, в Аляску, участвовать в ледовом конкурсе, чтобы посмотреть, там, как делают, там, научиться, вот, и потом у себя сделать. Ну, мы проехали туда, второе место заняли. Юрий Спидонов был у нас художник, он был руководителем. И вот у нас в 1996 году уже мы вышли у Наговицына, давай организуем, и он согласился, нашел спонсоров, и Юговей из Москвы нашел ассоциации ледовых скульптур России, и они вот согласились и привезли очень много иностранцев. Мы готовили лед. Это далеко в Мегано-Кавказском Улусе, заброшенном поселке, сделали первый международный очень удачный конкурс. Иностранцы тогда не удивлялись, да, что почему в Якутии вроде бы это холод, зима, а таких вот конкурсов еще не было. Ага, даже они удивились, что Якутия такая красивая зимой, да. И потом мы его же сохранили ледник впервые вот. И даже вот японцы сказали, мы очень счастливые люди, потому что ночевали в деревянном доме. Также поблагодарили нас. Хорошо, спасибо. Ну, я скажу, что тогда в конкурсе выиграла команда из Японии. Ну, а сейчас, конечно же, таких именитых скульпторов много у нас и в Якутии. Среди них и... Здравствуйте, Василий Аргунов, да. У него... Кандыкан, да, это вот главная героиня сказки Кандыкан, проекта Кандыкан, о котором сейчас очень много говорят не только в Якутии, но и по всему миру. Можно сказать, что проект уже известен, о нем говорят. Есть и книга уже, и скоро уже выйдет первый короткометражный мультипликационный фильм. Ну, Василий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, перед тем, как прочитать, перед тем, как сделать вот эту сказку, вы как-то читали, да, вы знакомитесь с главным героем? Читали, наверное, да, уже? Знаете, примерно я знаю, ага. Это, конкурс так и называется, «Хранитель Севера», вот основной герой Кандыкан, и хочу передать это в своей композиции, вот эта девушка, в маленьком возрасте, но она одна остается, да, как героиня, хранитель Севера, и отсюда вот сказка появилась, и по всему миру, вот, мы, как скульпторы по льду, делаем свои композиции. А сложно вообще через лед передать эмоции? Можно ли это вообще? Возможно? Это материал скульптурный. Но он как бы тоже вот своей манией тянет. Оно похоже на камень и на дерево, но технология только другая. Тут мороз, свежий воздух. У нас как праздник. 25 лет уже, вот как в Якутии этот вид искусства появилось. И это очень отрадно. Всех поздравляю, этих мастеров. Много мастеров из Якутии, и они всегда добиваются призовые места в Канаде, Аляске, там, в Китае. И я очень рад, что с такой бригадой, с такими художниками и творческими ребятами знаком. И до сих пор вот уже больше 15 лет, по-моему, уже со льда уже дружу со льдом. У вас не только Кандыкан, да? У вас еще какая-то часть вон там вот стоит. Не только главная героиня, но и еще что-то будете делать, да, сегодня? У него это как бы прабабушка, Таганка же, да.
И она это спасает, как бы его дух передается этой главной героине. Ну, я хочу передать это. И как без северного оленя уже не север. Ну, закончим, посмотрим там. Хорошо, ну желаю вам удачи. Я скажу, что смотрите, можно посмотреть, сколько у мастеров инструментов, да, чтобы создать скульптуры. Кроме электрической бензопилы здесь и стамески, и якутский нож. В общем, сегодня в течение дня скульпторы, всего их 5 человек. Это не просто любители, это профессионалы, настоящие профессионалы, скульпторы, которые в течение дня будут сегодня вырезать, творить. И уже в течение нескольких дней, уже 3 декабря, будут известны результаты конкурса, республиканского конкурса. Напомню, что конкурс называется «Легенды Арктики», и в течение сегодняшнего дня все они будут вырезать, конечно же, скульптуры, связанные с севером и с Арктикой. Кристина, у меня на этом все. Передаю слово коллегам. Уля, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Ульяна Шагина. Перейдем к новостям из мира спорта. Сборная республики по мини-футболу готовится к международным играм «Дети Азии». Расширенный состав команды занимается на базе детско-юношеской спортивной школы номер 4 в Якутске. Процессом подготовки руководит Олег Марченко, который в свободные от матчей «Зари» дни прилетает в Якутск. В данный момент идет первый этап подготовки. Состав сборной республики будет сформирован по итогам отборочного турнира в рамках следующих подготовительных этапов. Так, в окончательную заявку попадут 12 лучших игроков. Напомним, 7-е летние игры «Дети Азии» пройдут летом 2022 года во Владивостоке. А будут отборочные игры, неважно из каких школ, из каких структур, будут играть, я еще раз говорю, самые сильнейшие, самые лучшие дети. Будут отборочные турниры этого года проводиться, и будем отбирать детей и тренировать их дальше и вести. Амбиции большие, плох тот тренер, который не ставит перед собой задачи огромные. Но вообще поставили задачу, чтобы мини-футбол занял первое место на этих играх. Россиянин Кирилл Скачков уступил словенцу Дарко Йоргичу в матче 3-го круга чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в Хьюстоне. Встреча завершилась со счетом 4-2 в пользу Йоргича. В 4-м круге он сыграет с победителем матча между представителем Бельгии Седриком Найтингом и бразильцем Уго Кальдерано. На чемпионате мира Скачков также выступает вместе с Ольгой Воробьевой. Ранее в четверг они обыграли Александра Ханина и Дарью Триголас из Белоруссии и вышли в 3-й круг соревнований. Сборная России по футболу в результате жеребьевки сегодня узнает соперников по стыковым матчам за право сыграть на чемпионате мира, который пройдет в Катаре в 2022 году. Церемония состоится в Цюрихе, начало в 19:00 по московскому времени. По итогам жеребьевки 12 сборных будут разбиты на 3 пути по 4 команды в каждом. Для завоевания путевки в Катар сборным будет необходимо обыграть 2 соперников. Каждый путь включает в себя по 3 матча, 2 полуфинала и финал. Победитель получит право выступить на мировом первенстве. Российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев претендует на приз лучшего футболиста 5-го тура группового этапа Лиги Европы. В среду «Спартак» дома обыграл итальянский «Наполи» со счетом 2-1. Соболев отметился дублем. Александру Соболеву 24 года, он выступает за «Спартак» с 2020-го. В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 3 передачи. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы на счету россиянина 4 забитых мяча в 5 играх. Он занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров текущего турнира. И в конце выпуска о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане температура воздуха сегодня 14 градусов, ближе к ночи ожидается -11. Порывы ветра достигнут 8 метров в секунду. В Нерюнгри -17, ночью температура воздуха составит -18 градусов, ветер до 4 метров в секунду. В Ленске днем -16, к ночи температура воздуха составит -10 градусов, ветер до 5 метров в секунду. В алмазной столице днем и ночью
ночью снег, днем минус 15, ночью минус 17. Ветер от 2 до 6 метров в секунду. И в столице республики сегодня минус 28 градусов, ближайшей ночью ожидается минус 30, ветер до 1 метра в секунду. Давление составляет 758 миллиметров ртутного столба. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь. До встречи в эфире.